Как отметила автор, монография основана на многолетних исследованиях и архивных материалах. В ней рассматривается история традиционных для Тувы религий – буддизма, шаманизма и православия, а также их современное состояние. Я закончила философский факультет Московского государственного университета и свою дипломную работу писала на кафедре, которая сейчас уже не кафедра, а отделение религиоведения Московского государственного университета. Писала на эту тему кандидатскую диссертацию, потом защитила и докторскую. И как любой ученый в Российской Федерации, в других странах, ученый, естественно, все свои мысли, все свои помыслы реализуют в статьях, в пособиях, в том числе и в монографиях. Так как большая часть населения Тувы относит себя к буддистам, значимая часть исследований касалась изучения данного вопроса. Именно поэтому монография внесла значительный вклад в историю не только нашего народа, но и всего буддийского общества страны, что и отметили ученые из Бурятии и Калмыкии, которые успели ознакомиться с новым изданием. Все, что касается сегодня этой темы, которая является темой для изучения, а вы приняли такое смелое решение, подготовили, и я ее прочитал, и поэтому хочу вас прежде всего поблагодарить, но, безусловно, поздравить. Для Тувы это одна из первых крупнейших работ по изучению религиозности населения. Она стала толчком для новых исследований в сфере буддизма всего ученого сообщества России. Буддизм в России, на территории России, он является традиционной религией. Но он слился и взаимодействовал с местными верованиями. И он показал совсем иное существование буддийской культуры. И сегодня в России существует целый ряд буддийских регионов, в том числе и Тува. И очень важно исследовать это культурное наследие. Исследовать те споры, которые были, те подходы, те ошибки, которые осуществлялись. И в книге Ольги Матпаевны, рецензентом которой мне посчастливилось быть, это как раз хорошо показано. Участники презентации отметили высокий научный уровень работы автора и выразили надежду, что ее исследование станет значимым вкладом в изучение религиозной культуры в Туве. Монография будет интересна как ученым-религиоведам, так и всем, кто интересуется традициями нашего региона. Арлана Байдуба, Тырбазан, Азамат Очур, телеканал Тува-24.